Уважаемый Евгений Игнатьевич, дорогие участники форума, от всей души рад приветствовать вас здесь сегодня у вас в Якутске на торжественном открытии форума промышленности и разведки в Якутии сквозь столетия, который у нас проходит в том числе в рамках 5-го съезда инженеров Якутии. Этот форум на самом деле очень значимый и уникальный событие для нас. Мы впервые организуем столь масштабное мероприятие, посвященное развитию геологоразведки в нашем регионе, с участием руководителей федеральных органов власти, органов местной власти, муниципальной, региональной власти, геологов, недропользователей, ученых, экспертов, гостей со всех других субъектов Дальнего Востока и из регионов нашей страны. Я бы хотел выразить, Евгений Ильич, огромную благодарность вам за большую поддержку, которую мы неизменно находим у вас, за многолетнее конструктивное взаимодействие с нашей республикой. Благодарю вас за личное участие на этом форуме и за поддержку этого форума, идею мы с вами обсудили во время нашей встречи на полях 7-го Восточного экономического форума в этом году. Мы уже сегодня здесь находимся здесь в Якутске, на самом деле такой настоящий зимний погоде, и обсуждаем очень важные для всего вопросы. И геологоразведка, она глубоко у нас сопряжена судьбой нашей республики, тот регион страны, о котором сейчас Алексей Ильич говорит, мы являемся одним из локомотивов развития сегодня промышленного нашей страны, это уже факт. Я вчера выступал в Союзе Федерации и говорил о том, что экспорт природных ископаемых сегодня в Якутии уже занимает это место, и мы будем прибавлять сегодня по потенциальной стоимости общих запасов ресурсов своих видов полезных скопов Якутия здесь первое место в Российской Федерации. Мы здесь, живя, работая на Дальнем Востоке, видим, как в реальном времени начинается и происходит уже тот разворот страны на восток, о необходимости которого мы уже много лет говорили. Мы подходим к новым вызовам с очень большой ответственностью, четким осознанием масштаба происходящих перемен. Мы не только гордимся и что живем и работаем на земле, которая служила и будет служить укреплению экономического могущества Российской Федерации, но готовы много качественно трудиться и достигать лучших результатов ради единой государственной цели. Так мы на самом деле понимаем истинный патриотизм, который необходимо проявлять на самом деле очень важном, очень ответственном труде сложнейший период экономической стагнации, пандемии коронавируса, который у нас в 2020-2021 году были, затем условия серьезнейших беспрецедентных санкций, нам удается не только сохранять, но и наращивать темпы устойчивого развития. Реально мы сегодня лидируем на Дальнем Востоке по развитию экономики, у нас важный региональный продукт, и мы это тоже неоткуда у нас обсуждали в Москве. Он за последние 5 лет вырос практически в 2 раза. Ни один крупный регион страны не имеет таких показателей в этой части, как с 2018 года по 2022 год валовый регион Якутии вырос с 900 с небольшим миллиардов рублей до практически триллиона 900 миллиардов рублей, которые мы очень надеемся по итогу 2022 года Якутия достигнет. Промышленный рост Якутии за 11 месяцев этого года 12,2%. Это один из лучших показателей в нашей стране. И, безусловно, для крупных промышленных регионов это лучший показатель. Мы считаем, что по оценочному объему этого года вновь будут обновлены исторические максимумы, которые были достигнуты у нас в прошлом году, мы планируем добыть порядка 40 миллионов тонн угля, 18 миллионов тонн нефти, более 18 миллиардов кубометров газа и 43 тонны золота. Хотя мы не наблюдали, что это выполнение показателей не пойдет вниз, но еще раз говорю, не идет вниз, но уверенно растет. По этим показателям мы сейчас входим в тройку лучших регионов страны. Уверен, что с учетом нынешних политических и экономических реалий, с преобразованием глобальной мировой логистики, экспортных потоков, стратегической для страны в целом, она будет только возрастать.
Этому способствует и богатейшая минерально-сырьевая база, это и геополитическое расположение, это и налаживание действительно связи со странами азиатской Тихоокеанской. Ну и, конечно же, не будем забывать о тех крупнейших проектах общества по экспорту углеводородного сырья, которые реализованы за последние десятилетия нашей республики. Сегодня, уважаемые коллеги, наша первейшая обязанность быть готовым к новым масштабам промышленного освоения якутских вод. Для дальнейшего кратного увеличения объема промышленного производства, конечно же, необходимо постоянно наращивать минерально-сырьевую базу. Ежегодно на проведение геологоразведочных работ на территории республики направляется порядка 20-30 миллиардов рублей. При этом основной объем финансирования геологоразведки почти 90% обеспечивается за счет собственных средств государства. Я считаю, что такой расклад сил объективно создает целый комплекс движущих факторов наращивания минерально-сырьевой базы республики. Из-за сокращения финансирования региональных поисковых работ остаются нерешенными важнейшие вопросы исследования обширных территорий, в том числе в первую очередь в Арктике, практически не проводится оценочная стадия работ на производственном проекте. Это приводит в конечном итоге к сокращению резерва перспективных участков с надежными прогнозными ресурсами. Также минимизируется проведение геолого-съемочных работ, тормозится цифровизация богатейшего архива геологоразведки, создание баз данных и многие другие вопросы. Между тем, геологическая разведка недровых богатств страны, она на протяжении всей истории нашего государства была предметом особого государственного интереса. Стратегический подход к исследованию минерально-сырьевых ресурсов обеспечивал постоянное их наращивание, тем самым, в первую очередь, укрепляя экономическую безопасность и могущество нашей страны. В данной связи я считаю целесообразным пересмотреть объем финансирования геологоразведочных работ из федерального бюджета, несмотря на все сложности, модернизировать подходы к проведению и управлению недровыми исследованиями с целью повышения их эффективности, стремиться к технологическому совершенствованию всего процесса геологоразведки. Безусловно, в современных условиях мы должны строго и ответственно подходить также к вопросам экологичности освоения, в том числе при проведении геологоразведочных работ. Это обязывает нас развивать и внедрять высокотехнологичный подход к исследованию крупного баланса окружающей среды. Уважаемые коллеги, я уверен, что в рамках форума состоится масштабный, глубокий обмен мнениями по самым важным вопросам, которые стоят перед отраслью, будут выработаны эффективные идеи, значимые предложения, которые будут направлены на расширение перспектив геологической разведки Якутии, его научного и технологического сопровождения. Желаю всем вам стать участниками новых открытий, которые на многие годы вперед будут обеспечивать процветание Якутии и всей нашей страны, здоровья, счастья, успехов, веселья, безусловно, вашей геологической работе в республике нашей великой Родины России. Спасибо. Согласив вклад в развитие промышленности в Республике Саха-Якутия и многолетний плодотворный труд вручить нагрудный знак 75 лет Дню шахтера 300 лет угледобычи России Министерства энергетики Российской Федерации Диенко Владимиру Владимировичу, главному геологу акционерного общества холдинговой компании «Якутуголь». Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия коллективу общества с ограниченной ответственностью ЛК «Уголь», управляющий директор Ласюк Инна Васильевна. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия коллективу акционерного общества «Якутс-Геология», управляющий директор Сергеенко Сергей Леонидович. Знаком отличия гражданская доблесть Харчика Василия Адамовича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Якутгазпроект».
Республики Саха-Якутия Ананину Андрею Александровичу, директору по минеральным ресурсам акционерного общества «Полюс Алдан». Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Попову Вячеславу Ивановичу, начальнику Центральной геологической лаборатории акционерного общества «Якутсгеология». Юбилейный знак 100 лет Якутской АССР Калашникову Виталию Васильевичу, директору государственного уникального предприятия Республики Саха-Якутия Геологический информационный фонд Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак 100 лет Якутской АССР Мариничеву Павлу Алексеевичу, генеральному директору акционерного общества «Алмазы Анапара». Юбилейный знак 100 лет Якутской АССР Николаеву Леониду Степановичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Якутский ювелирный завод». Юбилейный знак 100 лет Якутской АССР Филиппову Лазарю Степановичу, ветерану топливной промышленности Республики Саха-Якутия.